Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 29 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 61 копейка. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Алмаз-Эргенбанк за 71,85, а продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 72 рубля 2 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Алмаз-Эргенбанка – это 83,40. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 83 рубля 17 копеек. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках Петербургского международного газового форума выступил с инициативой создать экологичный и эффективный маршрут для техники на газомоторном топливе, который объединит территории 11 регионов Дальневосточного и Сибирского округов в Восточный газовый путь. По его словам, реализация такого проекта поспособствует созданию глобального и конкурентного маршрута, логистических и заправочных центров, снижению карбонового следа, а также улучшению условий для водителей и туристов во время междугородних поездок. Концепция Восточного газового пути предполагает создание сети газозаправочных станций, обеспечивающих бесперебойное сообщение на транспорте с газобаллонным оборудованием и организацию поставок газового топлива между регионами. В Удачнинском горнообогатительном комбинате происходят очередные изменения на производстве. Сейчас в комбинате внедряют систему, которая позволяет следить за уровнем воды в хвостохранилище дистанционно. Как это изменит работу гидротехников и как скажется на предприятии, расскажем в следующем сюжете. Измерить уровень воды в скважинах хвостохранилища, температуру грунтов, проанализировать и сравнить с критериями безопасности. Все эти показатели в комбинате раньше узнавали путем длительных замеров. С внедрением автоматизированной системы мониторинга гидротехнологи избавились от этой необходимости. Работать теперь комфортнее, а главное – безопаснее. Сейчас с помощью автоматизированной системы у нас непосредственно датчики, находящиеся в скважине, передают сигнал по радиоканалу на базовую станцию. С базовой станции передают по Wi-Fi каналу на сервер, и уже от сервера по корпоративной CD данные попадают к нам на компьютер. Раньше мы приезжали сюда раз в месяц для замера напора уровня воды всех скважин. Сейчас мы это делаем реже, только в конкретных скважинах, которые нас интересуют. А теперь для контроля за состоянием уровня воды даже выходить из кабинета не нужно. Синим цветом в программе отмечен уровень на настоящий момент. Красным – критическая отметка. Автоматизированная система позволяет проанализировать данные как в целом по гидротехническому сооружению, так и в отдельности по каждой скважине. Мы здесь по температурам, по каждой скважине конкретно можем рассмотреть температуру на данный момент в режиме реального времени. Где повышенные температуры, где пониженные температуры. Вообще тело плотины оно должно находиться в постоянно мерзлом состоянии. Если мы в какой-то скважине вдруг сами засомневались, тогда вы подъехали к конкретной скважине, сделали замер, убедились, что действительно система работает и что она показывает корректно, и приехали сюда уже на место. Система позволит максимально оперативно и с высокой точностью получать информацию о состоянии гидротехнических сооружений, проводить сравнительный анализ, оценивать риски. Это, в свою очередь, позволит избежать нештатные ситуации и повысить производительность. Олеся Васева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Межведомственная комиссия провела очередной рейд по нелегально работающим гражданам. О выявленных нарушениях и актуальных проблемах в сфере трудового налогообложения расскажет Марферина Алексеева. Проблема законности трудоустройства иностранных граждан – актуальная проблема в современном обществе. По данным Госкомитета Якутии по занятости населения, на весну текущего года в республике находилось 15 300 трудовых мигрантов. Из них право осуществлять рабочую деятельность имеет лишь 1300 человек. Приток иностранных граждан постоянно растет в республику Саха-Якутия в том числе. Иностранные граждане должны где-то работать, и очень много иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без разрешительных документов. Ставка налога с доходов, поступивших в пользу иностранного гражданина из российских источников, составляет 30%. По итогам рейда в большинстве случаев предоставляемые трудовые договоры оказались фиктивными. Привлекли работников, зарплатой столько-то на такой-то период. Потом мы эти данные у себя проверяем по базе нашей, и у нас получается, что они никого не показывают. У них 0 работников. Мы сейчас подводим уже итоги, и мы видим масштабы бедствия, скажем так. Они, да, бюджет очень много теряет. Мы же все платим налоги в местный бюджет, а они тоже у нас получают на нашей территории налоги, то, соответственно, и должны платить бюджет республики и города отчисления.
но они этого не делают. Чтобы кто-то вот исполнял обязанности налоговых агентов, вообще не установлено. Все нарушают закон. Если работник не имеет при себе документов, разрешающих производить трудовую деятельность, заведение тут же закрывают. Видимо, опасаясь такого исхода, многие продуктовые магазины на оптовой базе на момент рейдовой проверки были закрыты. В случае выявления граждан, нарушающих режим пребывания, они доставляются в отдел по вопросам миграции на Лермонтова, 37 для дальнейшего разбирательства. Вызывается работодатель для дачи объяснений и составления административного протокола. Если работодатель является физическим лицом, то он штрафуется на месте. Если это индивидуальный предприниматель, либо ООО, юридическое лицо, то это судебное по большей части. Штрафы очень большие, начинаются от 400 тысяч рублей. На сегодняшний день силами межведомственной комиссии выявлено 1525 случаев неформальных трудовых отношений. Узаконено 957 трудовых договоров. В ближайшие дни комиссия будет проводить подобные рейды на объектах строительства и в заведениях общепита. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгри не утихают споры между таксистами и пользователями их услуг. Спор идет вокруг наценки в 50 рублей. Некоторое время назад, когда обстановка на дорогах в городе усложнилась снегопадами и гололедом, некоторые фирмы такси подняли минимальную стоимость поездки по городу со 100 до 150 рублей. В ситуации разбиралась Тамара Игнатьева. В принципе, увеличение стоимости проезда при ухудшении погодных условий случалось и ранее. Но в этот раз погода улучшилась, а стоимость прежней не стала. В итоге нерюнгринцы разделились на два лагеря. Те, кто работает или подрабатывает в такси и члены их семей за новую цену поездки, а большинство горожан против. Обе стороны выдвигают мотивированные обоснования своему мнению. Это подорожание бензина, во-первых, которое еще дальше будет дорожать. Это амортизация машины, которая на данный момент здесь в городе стоит очень дорого в связи с дорогами, которые здесь есть. То есть машина разбивается за 1,5-2 месяца, ходовая часть полностью. Это стоит немаленьких денег в этом городе. Горожане же, в свою очередь, настаивают на том, что рост цены сразу в 1,5 раза – это перебор. Бензин, мол, настолько дороже не стал. На мой взгляд, в нашем городе некуда ездить за такую сумму – 150 рублей. Я против поднятия цен. Потому что моя, например, пенсия, она не соответствует прожиточному минимуму. Наш город не настолько большой, чтобы брать такую цену по 150 рублей. Допустим, я был в Хабаровске, там несравненные расстояния гораздо больше между пунктами назначения, так скажем, и цены гораздо более приемлемые. 150 – это слишком много на бензин, думаю, столько не уходит, сколько проезжаешь. Тем временем ситуация внутри водителей агрегатора и индрайвер сложилась неоднородная. Кто-то продолжает возить людей и за 100 рублей. Для себя, опять же таки, установили условия таковые, что мы за 100 возить просто не будем. Соответственно, мы по 100 рублей заявку не берем. А люди, которые возят, воспользуются ситуацией, потому что заявок становится больше, начинают просто накатывать. Я думаю, что это жадность человеческая. Между тем, возникшую ситуацию прокомментировали и в самом агрегаторе. Цитата. В индрайвере нет установленных тарифов. Минимальная стоимость проезда в Нерюнгри не изменилась. Принцип работы сервиса остается прежним. Пассажир предлагает цену. Если водителя цена не устраивает, он может предложить свою или не брать заказ. Сложившаяся ситуация отразилась и на работе официально зарегистрированных такси. Данная ситуация повлияла на нас очень пагубно, потому как все водители ушли в известное нам приложение работать, потому как там стоимость проезда увеличивается до 150, а то и до 200 рублей. Соответственно, у нас появилась нехватка водителей большая. Поэтому мы были вынуждены поднять стоимость проезда в утренние часы с 7 до 9 утра до 150 рублей. В остальное другое время стоимость проезда стоит также 100 рублей. Таксисты агрегатора «Индрайвер» настроены категорично и говорят, что будут отстаивать повышение стоимости проезда до конца. Мы будем следить за развитием событий. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Из-за сложной обстановки с коронавирусом глава Роспотребнадзора России Анна Попова сообщила, что по всей стране вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. В частности, заболеваемость ковидом среди пожилых людей растет в 24 регионах, в которых были сняты для них ограничения. О каких ограничениях идет речь, расскажет Дмитрий Тымыров.
Как и прежде, масочный режим, социальная дистанция и перчатки сохраняются. В столице региона с 25 сентября все школы перешли на дистанционное обучение. График обучения не поменялся. Наши ребята все учатся в первую смену. Уроки также длятся 30 минут, перемена между уроками 20 минут. Но, конечно, по сравнению с прошлым годом, как бы и учителя, и учащиеся более подготовленные к переходу на дистанционное обучение. Как пояснили в управлении образования столицы, переход детей на дистанционку связан с увеличением заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Что касается общественных мест, развлекательных центров, то здесь ситуация чуть посложнее. Указом главы региона ограничительные мероприятия продлены на территории республики до конца этого месяца. Также запрещено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий. Помимо этого, до 1 ноября приказом регионального здравоохранения приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. Также было рекомендовано перевести часть сотрудников, для которых вакцинация запрещена, на удаленку, в том числе и беременных женщин. Вместе с тем, несмотря на ограничительные мероприятия, представители малого и среднего бизнеса все еще продолжают нарушать существующие требования. Так, по словам руководителя административной комиссии города Якутска Феликса Антонова, только за прошедшую неделю ими было проведено ряд рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением мер безопасности. В прошлой неделе мы проверили 216 объектов, торговых объектов и других социальных административных зданий, в том числе 16 автобусов и 3 школы. Выявлено нарушение 16 и составлено протоколов 3. Также был проведен ночной рейд, во время которого были проверены 8 объектов и выявлено нарушение 6. Они все проводили мероприятия, которые оказывали услуги досуга. Ну и работали после 00 часов. К слову, ограничительные мероприятия установлены не только в нашем регионе. Так, например, в Свердловской области власти субъекта начали открывать ковид-фри-зоны, куда вход разрешается только привитым и с QR-кодом. Для посещения мест общепита, торговых центров в большинстве регионов Центральной России начали требовать наличия QR-кодов или сертификата о вакцинации. Что касается продления дистанционного обучения среди школ столицы, то решение по нему будет озвучено завтра после заседания комиссии оперативного штаба города Якутска. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Мы переходим к мировым новостям. По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения в результате сильного землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан. Подробности в следующем материале. Землетрясение магнитудой 5,7 на юге Пакистана привело к гибели по меньшей мере 20 человек. Еще более 200 получили ранения. Как говорят спасатели, большинство жертв – это дети и женщины. Очаг землетрясения находился на относительно небольшой глубине – около 20 километров. Эпицентр в 102 километрах к востоку от Кветты, административного центра провинции Белуджистан. В Соединенных Штатах смогли сделать дрон с ногами, который одинаково хорошо умеет летать и ходить. Помимо этого, он может использовать двигатели для поддержания равновесия, благодаря чему способен ходить по канату и кататься на скейтборде. Подробности рассказывает Роман Чуриков. Если скрестить дрон и человекоподобного робота, то получится Леонардо. Так называется новый андроид, который представили инженеры из Калифорнийского института технологий. Лео, как ласково называют его создатели, умеет ходить, летать, кататься на скейтборде и даже балансировать на натянутой веревке. Сейчас это выглядит скорее как развлечение, но на самом деле вскоре Леонардо может стать незаменимым помощником в некоторых областях. Когда мы разрабатывали Лео, мы поставили себе задачу создать аппарат, который сможет решать самые сложные задачи. Например, благодаря своей конструкции он в состоянии инспектировать высоковольтные провода или красить высокие мосты. Сейчас этим занимаются люди, иногда рискуя жизнями. Быть полезным в опасных областях Лео помогает его уникальная конструкция. У него есть не только руки и ноги, но и 4 пропеллера, установленные на плечах.
То есть он умеет не только летать, но и сохранять стабильность в воздухе. Таким образом, он совмещает в себе самые ценные характеристики дрона и андроида. Пока это лишь прототип, но в Калифорнийском университете технологий ищут инвестора, который позволит наладить серийное производство Леонардо. Британский актер Дэниел Крейг стал новым обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде. Этот знак отличия, он его удостоился в канун премьеры в Соединенных Штатах Америки фильма «Не время умирать», в которой Крейг в пятый и последний раз выступил в роли агента 007 Джеймса Бонда. Далее расскажет Сергей Берец. Звезда под номером 2704 на Аллее славы в Голливуде досталась Дэниелу Крейгу и увенчала собой неделю триумфов британского актера, наибольшую известность которому принесла роль агента 007 Джеймса Бонда. Мировая премьера фильма о его подвигах «Не время умирать» состоялась 28 сентября. Кассовые сборы остаются пока самыми высокими в истории франшизы. Почести Крейг принимал в компании продюсеров Майкла Уилсона и Барбары Брокколи, а также партнера по картине Рами Малика, исполнителя роли злодея Люцифера Сафина. Никогда не думал, что услышу такое от себя, но это огромная честь пройтись вот так по Голливуду. Если бы мера счастья измерялась компанией, в которой мы оказываемся, возможность попасть в окружение всех этих легенд делает меня очень счастливым человеком. Малик назвал работу с Крейгом большой удачей для себя. Раз уж тебе повезло играть плохого парня, то стоит убедиться, что хорошим парнем оказалась легендарная личность, а этот хороший парень лучший. Крейг не раз заявлял в последнее время и повторил снова, что намерен распрощаться с образом Бонда. Это было восхитительное время для меня и самый чудесный опыт. Пора двигаться дальше. А что касается этого фильма, я чувствую, что мы сделали все, что было нужно. Пусть теперь придет кто-то другой. Но это было просто волшебно. Сейчас каждый получатель звезды должен внести спонсорский взнос в размере $50 тысяч. Деньги идут на изготовление и установку памятного знака и на обслуживание аллеи. Почти 175 личных вещей Аль Капоне продадут с аукциона в Калифорнии. Желающие смогут приобрести фотографии из семейного архива мафиози или, например, его любимый полуавтоматический пистолет «Кольт» 45-го калибра. Личные вещи на продажу выставляет внучка американского гангстера. Ее главный мотив – не извлечение выгоды. Продолжит Роман Чуриков. Истории, которые рассказывал мне дедушка. Так называется книга, а теперь и аукцион, который проводит вот эта женщина. Диана Капоне, вторая по старшинству внучка того самого Аль Капоне. И теперь она готова поделиться личными историями о своем дедушке, а еще вещами. На аукцион выставлены 174 лота. Среди них фотографии гангстера, драгоценности, письма и, разумеется, оружие. Больше всего интереса вызовут предметы, которые ассоциируются с типичным гангстером, каким и был Аль Капоне. Это его пистолеты и кричащие яркие драгоценности. Как вы знаете, общепринятый образ гангстера лепился именно с этого человека. Так что аксессуары принесут нам больше всего денег. Самый дорогой лот этих торгов – любимый Кольт Аль Капоне. Он может принести 100, а то и 150 тысяч долларов. Карманные часы из платины и бриллиантов оценили в 50 тысяч долларов. Но для Дианы есть и один совершенно бесценный экспонат. Лично мне дороже всего письмо, которое дедушка написал моему отцу из Алькатраза. Мы называли деда папой. И вот папа отправил эту записку в 1934 году. Отец тогда был еще подростком. На 3 страницах Аль признается сыну в любви, называет его своим душой и сердцем. Рассказывает, как скучает, и клянется, что они никогда больше не расстанутся. Это почти поэзия, и это совершенно расходится с образом беспощадного гангстера.
В окружении семьи Аль Капоне вообще не был похож на персонажа фильма «Лицо со шрамом», говорит Диана. И в качестве иллюстрации демонстрирует фото папы со своими внучками на пляже за месяц до смерти. Оно также выставлено на аукцион. Для участия в торгах зарегистрировались почти 1000 человек из 11 стран мира. Диана говорит, что рада будет расстаться с семейными реликвиями. Во-первых, она сама уже не молода, ей 77 лет. Во-вторых, женщина опасается лесных пожаров, участившихся в Калифорнии. Лучше имущество продать, чем оно погибнет в огне, считает внучка самого известного гангстера 20 века. На улицах Мадрида в четверг на один день появились 10 роялей, на которых мог сыграть любой желающий. Это часть совместного проекта конкурса Maria Canals International Music Competition и фонда Jesus Serra, цель которого – продвижение музыки в массы. Продолжит Артем Сторонов. Преподаватель фортепиано Ирина Пастернак солнечным осенним днем не упустила возможности сесть за рояль прямо на одной из улиц Мадрида. 10 инструментов, которые обычно можно увидеть лишь в концертных залах или музыкальных школах, появились в четверг в самых популярных уголках испанской столицы, например, возле музея Прадо и здания парламента. Сыграть на них мог любой желающий. Это очень интересная ситуация. Любой пианист, севший за этот рояль, чувствует себя совсем не так, как в закрытом помещении, где слышна вся акустика. Здесь музыка смешивается с уличным шумом, но зато и публика очень добрая, прощает любые ошибки. Рояли появились лишь на один день в рамках совместного проекта, проходящего в марте международного музыкального конкурса Maria Canals International Music Competition и фонда Jesus Serra. Эта организация занимается финансированием различных образовательных, культурных и спортивных мероприятий для создания лучшего общества. Цель конкретно этой инициативы – продвижение музыки в массы, чтобы у всех жителей испанской столицы были абсолютно равные возможности насладиться звуками фортепиано. Событие впервые было организовано в Мадриде в 2012 году, однако стало столь популярно, что с тех пор регулярно проходит в самых разных городах Испании. Мы переходим к другим темам. Продолжается отборочный этап национального чемпионата Обилимпикс. Из Якутии за право участвовать поборются 26 участников по 23 компетенциям в 3 категориях – школьники, студенты и специалисты. Однако формат проведения соревнований в этом году изменился. Подробности далее. В этом году отборочный этап национального чемпионата Обилимпикс впервые проходит в очно-дистанционном формате. Свои работы участники выполняют теперь уже не под пристальным взором судейской коллегии, а под объективом видеокамер. Безусловно, такое нововведение может повлиять не только на экспертную оценку, но и на настроение самих участников. Если раньше под боком у участников были другие конкурсанты, а соревновательный дух можно было практически прочувствовать в воздухе, то сейчас на площадке участники остаются совершенно одни. Участница, конечно, волновалась. Чем, мне кажется, не очень очно-дистанционный формат, это то, что не все могут привыкнуть к камерам, которые стоят, прямо наглядно на них настроены, на участников. Участники, может быть, даже не чувствуют духа, соревновательного. Тем не менее, на мастерство конкурсантов это нисколько не влияет. Например, Екатерина Дронова в прошлом году уже стала победителем регионального чемпионата Обилимпикс. Свое хобби девушка буквально превратила в работу и ни о чем не жалеет. Я люблю все кондитерское, торты печь, всякие разные конфеты. Это мое хобби. И поступила сюда в техникум колледж. 2 года училась и сейчас работаю. Между тем, главная задача чемпионата – популяризация не только рабочей профессии, но и самих профессионалов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов среди работодателей. Данный конкурс Обилимпикс именно целенаправлен на то, чтобы эти соревнования проводятся с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Тем самым они доказывают всем людям то, что они также умеют, они профпригодны, они профессионалы своего дела, и, соответственно, уже на них будет идти спрос.
Трудоустройством людей с УВЗ и инвалидов, как правило, занимаются сами учебные заведения. Так, по словам специалистов, проблема есть. Некоторые работодатели действительно предпочитают не нанимать людей с особенностями. Однако постепенно уже и инвалидность перестает быть преградой. У нас показатель трудоустройства вот по таким студентам показывает то, что когда студенты проходили практику на местах, на тех предприятиях хорошо себя зарекомендовали. И вот после окончания сам работодатель, то есть, не отказывается взять их. В республике Обилимпикс проводится с 2016 года. И помимо всего прочего позволяет создать систему, обеспечивающую эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования. Результаты этого отборочного этапа станут известны только 17 октября. А до тех пор наши специалисты поборются за звание лучших. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. В Ленском районе вот уже несколько лет выращивают виноград. Семья Серкиных, Дмитрий и Лидия, самостоятельно выводят сорта этой экзотической для северных широт ягоды. А заниматься таким редким растениеводством фермеры начали еще 19 лет назад. На протяжении 8 лет адаптировали саженцы и только после этого стали получать первые плоды. Помимо винограда, Серкины выращивают картофель, а на приусадебном участке у них целое разнообразие ягод. На реализацию виноград не поставляют, негде хранить. Дмитрий мечтает о том, чтобы каждый житель в Якутии мог выращивать виноград. Для этого ему необходимо помещение, где можно хранить саженцы. Но построить такое на пенсию нет возможности. Очень скромные люди, и пока у них не стал получаться очень хороший урожай, они никому не афишировали и не приглашали. 8 лет у него ушло на то, чтобы он вот этот вот виноград начал получать хороший урожай. И, первый год, они там сказали, у нас было 4 ведра этого винограда, сорт этот винный. В поселке Увильды Челябинской области одинокий лебедь, потерявший семью, отказывается улетать на зимовку. Подробнее расскажет Марферина Алексеева. Ежегодно на озеро, расположенное вблизи санатория, прилетает лебединая пара Гоша и Глаша вместе с потомством. Постояльцы пансионата часто приходили к берегу покормить лебедей. Очень заботливый папа. Сколько раз было замечено, что он просто ныряет, мощным своим клювом достает траву, и на ней много всяких букашечек, там, червячков, и они прибегают к нему и клюют. Вообще такое зрелище чудное просто смотреть. И Глаша очень такое нежное, у них вообще очень любовь такая сильная была. Прям позавидуешь. У людей не бывает такой любви, как у них. Счастье продлилось недолго. Этим летом скончалась Глаша. Затем один за другим погибли и птенцы. Сотрудники санатория нашли птицу на берегу мертвой. Тело было отправлено в местную ветлабораторию. Причиной смерти оказался катаральный энтерит. Это кишечное поражение, приводящее к истощению. Глашу мы нашли на берегу, мертвой уже. Сначала она выплыла 14 июня. С птенцами, все нормально плавала. Потом я за ней заметила, что она вот так же не подплывает сюда. Я ее зову, она не подплывает, как-то вот сторонится. Я говорю, что-то здесь не то. И потом уже, это было, пусть 16-17 июня. И 24 июня мне позвонили, раз уж я тут за ними, говорят, Лена, Глаша лежит мертвая. Вот. После гибели семьи птица не хочет покидать озеро и улетать на зимовку. Со слов специалистов фонда зоозащиты, лебедю требуется время на реабилитацию. Гоша должен привыкнуть к одиночеству, и только после этого лебедь сможет улететь в теплые края без семьи. Да, такие вещи случаются, но пока волноваться рано, потому что погода позволяет, еще есть вода, кормовая база, то есть они еще рано, что лебеди, скажем, забивали стаю и улетели. Гоша взрослый лебедь, такой уже самец, который прожил не 1 год, то есть у него навигатор работает. Я думаю, что улетят. Если лебедь все же решит остаться на озере, сотрудники Министерства экологии определят его в приют. Потерянный очень.
как сказать, неприкаянный. Он плавает по сторонам, вот смотрит, ждет. По Гоше я надеюсь, что он улетит. Истории о лебединой любви и вечной верности оказались вовсе не легендой. Сейчас люди со всего мира сопереживают и наблюдают, как постояльцы санатория и специалисты помогают лебедю справиться с трагедией и отправиться в теплые края. Согласно социологическому опросу, большинство россиян предпочитают начинать первую трапезу с яиц. Кто-то любит глазунью, кто-то омлет, яйцо пашот и еще множество способов приготовления всем с детства знакомого блюда. Сегодня отмечается Всемирный день яйца. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать Всемирный яичный праздник будут во вторую пятницу октября. В этом году он выпал на 8 число. А чем еще в истории запомнился сегодняшний день, узнаем далее. На календаре 8 октября и в этот день празднуют Всемирный день яйца, День командира наводного, подводного, воздушного корабля ВМФ России, День танкиста в Армении. По народному календарю в этот день православные люди отмечают память величайшего подвижника Сергия Радонежского. Согласно поверьям, он совершил множество чудес. Люди приходили к нему для исцеления. В этот день русские люди рубили капусту. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками. Засолкой занимались всей семьей. Приметы на Сергея сулили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег и погода стояла ясной, то и 3 последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали за ветром. Если он дул с севера, это предвещало холодную зиму. С юга – теплую, с запада – снежную. В этот день корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии. Между Россией и Францией заключен Парижский мирный договор. Состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио о матче Словения-МТК. Открыт Государственный Кремлевский дворец съездов. Бурятская АСР провозгласила себя республикой в составе России. Родились в этот день Александр Сибиряков, русский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири. Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчица. Полина Осипенко, советская летчица, одна из первых женщин-героев Советского Союза. Сигурни Уивер, американская актриса, обладательница премии «Золотой глобус». Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар». Бруно Марс, американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, обладатель премии Грэмми. Белла Торн, американская актриса. Именины празднуют Александр, Герман, Евгений, Ефросинья, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор. В завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снегопад, температура воздуха 0 градусов. Вечером и ночью -1, ветер сильный от 4 до 11 метров в секунду. В Нерюнгри тоже пасмурно, днем +3 градуса, порывы ветра достигнут 7 метров в секунду. Вечером и ночью тоже снег, температура воздуха составит -2, -5 градусов. В Ленске сегодня снег и +2, к ночи температура воздуха составит +1, ветер от 4 до 11 метров в секунду. В Мирном +2, ветер от 3 до 8 метров в секунду. Вечером ожидается +1, а ночью столбики термометров остановятся на отметке в 0 градусов. И в столице республики сегодня днем 3 градуса со знаком плюс. Ночью столбики термометра опустятся до -2, ветер от 3 до 7 метров в секунду. Давление составляет 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.